Приятно в спортивной семье такой собираться. Молодцы. Добрый день, уважаемые друзья. Добрый день, уважаемый Андрей Владимирович. Сегодня на пресс-конференции по итогам выступлений наших якутских спортсменов на чемпионате России по бегу на 100 километров и чемпионате Европы по спортивному принимает участие представитель правительства Республики Якутия Андрей Владимирович Тарасенко. Также принимают участие наши триумфаторы. 4-6 июня прошел чемпионат России по бегу на 100 километров поселения Уродовское в городе Москва. Среди женщин титул чемпионата России завоевала Изабелла Борисова с выполнением нормативного мастера спорта международного класса. Изабелла тренируется в Татьяной Юрьевной Янковой. Татьяна у нас титулованная спортсменка, заслуженный тренер. Является трехкратным чемпионом мира на 100 километров. По-моему, единственная спортсменка, которая завоевала этот титул в мире 3 раза. Примерно в эти же сроки на территории подмосковного стрелкового комплекса «Гисенара» прошел чемпионат Европы по спортивному. И наши спортсмены тоже стали триумфаторами данного мероприятия. И главным героем чемпионата стал якутский стрелок, мастер спорта России, неоднократный чемпион страны Николай Кобяков. Николай Кобяков был 183 решений 200 сборных, завоевал золотую медаль и стал чемпионом Европы в абсолютном триумфе. Чемпион Европы и абсолютный чемпион Европы, так я понимаю, да, правильно? Так, а лидер нашего якутского спортинга, чемпион мира Европы Аял Макаров, поразив 180 тарелок, занял 3-е место. На этом наши спортсмены не завершили свое успешное выступление, и категорию юниора победителем стал Рамиль Николаев. Его результат 164 решения. Так, а в категории ветеранов превосходство якутских стрелков подтвердил Василий Алексеев, который завоевал бронзовую медаль. И в составе сборной команды России в командном первенстве чемпионами Европы стали Аял Макаров, который был капитаном команды, и Рамиль Николаев среди юниоров, тоже в составе команды. Давайте поздравим. И разрешите мне предоставить слово Андрею Владимировичу Тарасенко. Андрей Владимирович, на моей памяти вы первый представитель правительства, который принимает участие в пресс-конференции. Спасибо. Ну, знаете, уважаемые друзья, настолько приятно, когда слышишь везде на телеэкранах по средствам массовой информации, что наши спортсмены из Саха-Якутии республики победили в таких-то, и сердце, знаете, аж радуется, звучит, когда смотришь наш футбол и хоккей, не радостно. А вот тут радость, хоть, думаю, отдушина такая хорошая, молодцы. То есть, в действительности, сила воли, победе, командный дух такой сильный, что ползешь, идешь к финишу первым, в призовом месте. Это вот здорово всегда. И я хочу от главы республики Арсения Сергеевича Николаева, от правительства вам пожелать, поздравить вас с победой, успешными достижением соревнований и пожелать вам огромных дальнейших успехов и спортивных побед. И знаете, вот, всегда гордишься вот этими вашими победами, потому что радуешься, что вы представляете нашу республику. Вы даете такой шанс нашим будущим детям, будущему поколению о том, что мы вот достигли таких результатов. А вы уже давайте дальше на ступеньку выше идите и так далее. Это очень здорово. И то, что вы своим сегодня авторитетом и своим трудом добиваетесь, мы, честно говорю, всем вам говорим спасибо огромное, потому что в действительности вы достойно представляете нашу республику. И
Это честь, хвала всегда была и будет для спортсменов. Спасибо вам огромное. И как вот мы говорим, низкий поклон от всех нас, потому что в таких условиях и финансирования слабого и так далее, да еще этих ковидных всяких мероприятий, вы все-таки достойно идете и сражаетесь и побеждаете. Спасибо вам огромное. На основании постановления правительства Республики Саха-Якутия 411 от 2012 года о мерах государственной поддержки спортсменов, тренеров Республики Саха-Якутия сертификат на сумму 300 тысяч рублей вручается Кобякову Николаю Николаевичу, чемпиону Европы по спорту. То, что можем, то поможем. Сертификат на сумму 150 тысяч рублей вручается Кобякову Сергею Николаевичу, личному тренеру чемпиона Европы Кобякова Николая. Сертификат на сумму 100 тысяч рублей вручается Макарову Аялу Григорьевичу, бронзовому призеру чемпионата Европы по скоттингу. Сертификат на сумму 50 тысяч рублей вручается Кобякову Сергею Николаевичу, личному тренеру бронзового призера чемпионата Европы Аяла Макарова. Сертификат на сумму 200 тысяч рублей вручается чемпионке России по бегу на 100 километров Изабелле Борисовой. Сертификат на сумму 100 тысяч рублей вручается Шенковой Татьяне Юрьевне, личному тренеру чемпионки России по бегу на 100 километров. Председатель правительства Республики Саха-Якутия Тарасенко Андрей Владимирович. Молодцы, спасибо вам. Так, сейчас давайте послушаем наших героев. По пару слов поделиться чувством радости, победы, как это достигалось. Давайте начнем с Белны. Пару слов, Изабелла, пожалуйста. Всем спасибо за поздравления. Но это очень было сложно. Очень было. Всем спасибо за поздравления и спасибо, что пригласили меня на пресс-конференции. Но это было очень сложно, но мы завоевали золото на чемпионата России. Я хочу, но это не только моя победа, но это как командная большая работа. И вот хочу поблагодарить Султанского Голову Алексея Васильевича и спортуправления Константина Михайловича за то, что меня поддержали и верили в меня. И хочу поблагодарить медицинский персонал, РССП, и хочу поблагодарить в первую очередь тренера Татьяну Ширкову, что она меня сделала чемпионку. Всем спасибо большое, веру в меня и поддержку. Спасибо, Изабелла. Я помню, в прошлом году мы втаскивали ее из Киргизии, в связи с пандемией, вот там пострадали наши граждане России очень много. Она очень сложная ситуация выбиралась через Екатеринбург, через обсерватор Переса попала. Но она молодец, вот, добилась поставленной цели и завоевала звание чемпиона России. Ну давайте послушаем легендарную Татьяну Жаркову. Андрей Владимирович, мы вот предлагаем Татьяне создать школу, согласиться, школу марафона, да? У нее уже пятикратный чемпион Татьяна Трофимова, Изабелла вот уже занимает сама, в общем-то, как говорится, все условия созданы. Я думаю, что поддержите нас. Школа семьи. Добрый день, уважаемый Андрей Владимирович, Никита Юрьевич, Леонид Николаевич, Андрей Андреевич, коллеги. Сегодня мы собрались для подведения итога успешного выступления на чемпионате России на 100 километров Изабеллы Борисовой с блестящей победой. Да? Если рассказать про подготовку, то она готовилась
выступило всего, если рассказать вкратце, то 40 атлетов сверхмарафонцев, которые имели за плечами большой опыт. И ну, там, на мотив там, международного класса тоже участвовали. И наша Изабелла, она впервые в таком статусе именно на чемпионате участвует. И она показала свой класс, мастерство. И меня этим очень обрадовала и удивила своей настойчивостью, выносливостью. И я хочу сказать, что очередной раз мы хотим, доказываем, что наша школа якутская самая сильная и выносливая, и у нас живут и тренируются самые выносливые девушки Якутии, России, можно сказать, да, и мира, как я доказала сама, да. И поэтому, вот как Иннокентий Юрьевич говорит, по-моему, пришло время что-то делать и школу выносливости и там марафоны, сверхмарафоны надо открыть, думаю. И всем спасибо нашей школе спортивного мастерства, нашим медикам, которые за нас болеют и трудятся ради нас. Спасибо. Что же надо сделать мужикам, чтобы так тоже бегали? Ну, как раз мы... Это женщина не бегает. Да, разговариваем над тем, чтобы как бы у нас молодежь в перспективе тоже развивалась, студенческий спорт тоже развивался, поэтому для этого что-то надо делать и поддерживать, чтобы у нас и парни были крепкие, выносливые, над этим думать, Ну конечно. только борется и все, а вот побегать бы. На самом деле, мужская школа марафонцев тоже у нас сильная. Да. Есть суточники, есть Есть, да, у нас? Есть, в свое время тоже очень много суточных, суточный бег бегали и на 100 километров. Тоже марафонцы тоже есть, мастера спорта. Ну, то есть как бы показали, что вот на марафоне классическом, да, олимпийский бег, да, и вот Сардана наша Трофимова, она пятикратная чемпионка России, это о чем-то говорит, да, и вот сверхмарафонцы это уже пошли, да, то есть мы никому победу не дадим. Пока девушек держит. Да. Поэтому так надо думать. Спасибо, Татьяна Юрьевна. Ну давайте послушаем триумфатора Европы. Николай Кириков, пожалуйста. Всем спасибо за поздравления. Очень рад и доволен, что лишний раз прославили республику. Не только на Россию и, можно сказать, на всю Европу. Показали высокий класс якутской школы среди других, не стоит просто быть. Благодарен своей семье, коллективу, своим друзьям, землякам с родного района. Будем дальше работать и на славу республики. В стрелковом виде спорта у нас по спорту, надо сказать, представлены практически все категории. Показывает, что система работает. Есть у нас и ветеранская категория представлена на чемпионате Европы, бронзовый призер. Есть растет у нас и хорошая подрастающая смена. Валив, чемпион Европы. Пожалуйста. Впечатление поделитесь, пожалуйста, тоже чуть-чуть. Ну, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех за финансовую поддержку, за поздравления. Было очень тяжело, проходило соревнование в Москве, ССК Лисина. Было очень тяжело, мои соперники были сильны, они опережали меня по возрасту и по опыту. Сразу было ясно, что они пришли за победой. Я постарался, получилось как-то так. Хорошо получилось. Молодец, получилось. Всегда так получалось, как-то так. Последний день, На последний день хорошо выступил. Постараюсь продолжать в таком же духе. Спасибо всем. Да, сейчас я хочу слово предоставить капитану сборной команды страны Аяну Макарову, чемпиону мира Европы. Добрый день.
Андрей Владимирович, Никита Юрьевич, коллеги. Ну, прежде всего, я хочу поблагодарить свою команду. У нас очень крупная команда всех возрастов. Вот Василий Михайлович, например, 70 лет почти. И мы в своем стенде, у нас лучший стенд. И хочу просто искренне благодарить вот, Министерство физической культуры и спорту и вот, центру команды вот, предоставления авиабилетов в то тяжелое время. Ну, зима была очень холодная, мы почти не тренировались, но несмотря на это, когда наши конкуренты там в теплых регионах страны тренировались, например, потихоньку подели форму. В Кубке России я лично был пятым из 250 человек. В чемпионате России я тоже из таких человек стал четвертым. Потом сюда приехал, потренировался, и мы с Колей настраивались. Коля поехал в Петербург дальше тренироваться, и мы пришли потихоньку в форму именно в самом главном старте страны, чемпионат Европы. И скажу честно, что наша команда произвела фурор, и просто все удивились. И Николай блестяще выступил и стал чемпионом Европы. Я вот на перестрелке не хватило сил, я проиграл многократному чемпиону Европы и мира Андресу Шабинелли, нашему другу Венгру. Но третье место тоже неплохо. И в команде вот много меняется. Я вот с 2013 года тоже как стабильный стрелок меня всегда ставят, а вот в прошлом году, позапрошлом году в составе команды совсем другие ребята были, а в этом году совсем другие ребята. И поэтому мы уверенно завоевали в команде первое место. Ну, будем так стараться держать, впереди много стартов, много побед, много молодежи, и у нас в коллективе очень много молодых ребят, 30-летних, 40-летних, 40-летних. Ну, у нас вид спорта такой, и поэтому совместно с спортом, с Министерством спорта и вот, с центром спортивной команды мы достигнем многое. Поэтому еще раз вам большое спасибо за внимание, за поддержку. Так, давайте тогда мы сейчас слово предоставим исполнительному директору Федерации спортивной республики Саха-Якутия Карпову Вячеславу Павловичу. Павлу Вячеславовичу. Добрый день, Александр Владимирович Юрьевич. Ну, надо отметить, что у нас Федерация спортинга и как вид в Якутии он появился благодаря Ивану Константиновичу Макарову, президенту нашей федерации. Довольно-таки недавно, ну, в недалеком прошлом, где-то 2004 года начали проводиться чемпионаты республики. И за столь короткое время наши ребята, спортсмены, показали и доказали, что якутская школа стрельбы является лучшей в мире. Ну, в России это, я не совру, если скажу, что якутские спортсмены это топы номер 1 по спортингу. Да, еще и вот благодаря ребятам мы уже ворвались на мировой уровень и с нами уже начали считаться. Хочется сказать, что вот у нас соревнования проходят 4 дня. Это очень большая психологическая нагрузка, очень большая выдержка нужна. Это считай почти как вот сверхсуточная, марафонская дистанция. Не как один день или 2 часа стрелялся или отборолся, а надо вот постоянно психологически 4 дня, начиная с четверга до воскресенья, все время работать с собой. Это не единоборство, это не борьба, это работа с самим собой. Поэтому у нас очень хорошая, большая выдержка у ребят, психология. Вот как отметили, вы спросили, Андрей Владимирович, где наши мужчины? Вот они вот сидят. У нас вид такой, что всем возрастам можно стрелять, заниматься, поэтому всех приглашаем на стенд наш замечательный. И совместно вот с Министерством
спорта. Мы ведем нормальную работу и стараемся, мы еще надеемся, что наша работа продолжится и победы еще будут. Это у нас не пик, можно сказать. Еще победы будет. Так что занимайтесь спортом, любите спорт, будьте здоровы. Девушки стреляли? Девушки стреляют. У нас есть мастер спорта, первый, Миронова Нонна, она вот в этом году подтвердила мастера спорта. Мы сейчас работаем над документами, скоро получим медаль. От имени Федерации стендовой стрельбы и спортинга Республики Саха-Якутия сертификатом на сумму 200 000 рублей награждается Габеков Николай Николаевич, чемпион Европы по спорту личного зачета. Сертификатом на сумму 100 000 рублей награждается Макаров Аял Григорьевич за 3 место на чемпионате Европы по спорту личном зачете. Также сертификатом на сумму 100 000 рублей награждается Аял Григорьевич за 1 место на чемпионате Европы по спорту в командном зачете. Сертификатом на сумму 100 000 рублей награждается Николаев Рамир Артурович, чемпион Европы по спорту в категории юниоров. Также сертификатом на сумму 50 000 рублей награждается Алексеев Василий Михайлович за 3 место на чемпионате Европы в категории ветеранов. Вручает исполнитель Федерации Павел Вячеславович. У нас это очень такая хорошая, эффективная, отлично работающая федерация. На самом деле вид спорта очень такой дорогостоящий, скажем. Никто из них не сказал, сколько объема они настреляли за год. Если бы вы перевести, я думаю, наверное, отличные суммы, да? Федерация такая хорошая у нас. Так, дорогие друзья, у нас имеется гости из муниципальных районов. Левин Иван Иванович, глава муниципального района Кабельский ГУС. Его спортсмены тоже выступают по всем видам спорта. Стрелки особенно, как показать, пожалуйста, Добрый день, уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые участники пресс-конференции. От себя лично, от имени всех кабельцев, душевно и сердечно поздравляю всех спортсменов, представляющих нашу республику на российской и международных аренах. Ну и, конечно же, от имени всех кабельцев сегодня приехал поздравить своего брата, земляка Николая Николаевича Кобякова, первого чемпиона Европы Кобельского ЛУСа. Он первый чемпион Европы среди населения Кобельского ЛУСа. Вот, желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и новых вершин, новых побед. Николая Николаевича я знаю с детства. Учились в одной школе, вместе играли в баскетбол, снежки. И уже тогда было видно, что у Коли очень хорошая рука. Вот, у него был очень самый сильный такой болезненный бросок, когда играли в снежки, попадал точно. И когда играли в баскетбол, у него трехочковые броски вообще выполнял на уровне НБА. Уже тогда было видно, что у него есть талант, и я действительно очень рад, что он смог все-таки развить вот этот свой талант и упорным трудом все-таки развил свой потенциал, раскрыл и достиг таких высоких показателей в спорте. Вот. На родине Николая Николаевича любят, уважают, ждут, потому что он своим примером всегда призывает население и молодежь к здоровому образу жизни, вот, пропагандирует спорт. Вот. Ну, и уже более 10 лет Николай Николаевич является меценатом, и в развитии спорта Кобельского района уже внес свою лепту, свой вклад. Ну, обычно спортсменам района помогает, да? А в этом индивидуальном случае Николай Николаевич, наоборот, нам помогает району, детскому спорту, поэтому очень благодарны. Вот. Ну и ждем, Николай Николаевич, дальнейших побед. Нагрудный знак республики Кабельским УСом вручается Кобякову Николаю Николаевичу, чемпиону Европы 2021 года по спортингу. Также вручается сертификат на получение жеребенка. Глава муниципального района
Республики Иван Иванович Левин. Спасибо, Иван Иванович. Все вы к нам так приезжали. Так, ну и сейчас у нас есть гость из Юрийского района, народный депутат районного совета Юрийского ГУС, Шубинера Федора Владимировна. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые друзья, дорогие наши спортсмены. Хочется отметить то, что благодаря государственной политике, которая проводится у нас в Республике Саха-Якутия, любая семья в той или иной степени находится в тесной взаимосвязи со спортом. Ну и моя семья тоже не стала исключением. Вся моя семья, дети, свои детей, внучата, занимается активно спортом, придерживается здорового образа жизни. Я могу поставить пример, что мой сын Тихонов Максим тоже является блогером, спортивным блогером номер 1, активно пропагандирует здоровый образ жизни, сам занимается спортом, был основателем по кроссфиту. Внучка тоже активно занимается стрельбой и готовится к детям Азии. Ну и на днях я должна выехать в город Ставрополь для защиты чести республики в таком соревновании семейном. Я мама, папа и бабушка, спортивная семья. Глава СУСа передал мне почетные полномочия по приветствию моих земляков Николая Артура Афанасьевича и Николая Рамира. Они не только мои земляки, но и, можно сказать, дальние родственники, мы родом с одной деревни. Так же, да, Артур Афанасьевич? И я хочу раскрыть здесь пару слов не только про спортивные достижения Артура Афанасьевича, да, но и как мецената, как человека, как личности, который душой и сердцем болеет свою родину и в частности за наш Юрийский родной вуз. Он всегда выступает на республиканских соревнованиях под флагом Юрийского. Согласитесь, не все так делают, да? Он давно не живет на территории Юрийского вуза, тем не менее он всегда помогает, вот так же, как и Николай Николаевич, в проведении спортивных мероприятий в своем родном вузе. Мало того, он является меценатом родного вакансского населения. На протяжении 10 лишних лет, как он, как успешный предприниматель, занимается крупными габаритными перевозками для жителей своего родного населения. И это стало доброй традицией и привычкой всех крестьян. Вот на днях тоже он должен возглавить свою партию тракторов, бытовой техники и так далее, в которых так нуждается наше сельское население. Спонсирует спортивные мероприятия, так же как Николай Николаевич, всегда поддерживает и работает за взаимосвязь с парткомитетом Юрийского вуза. Так что я хочу на этой ноте пожелать Рамиру и Артуру Афанасьевичу успешных выступлений в дальнейшем. Я слышала, что на днях должны решаться вопросы по участию в соревнованиях в Венгрии. Также скоро должны состояться спортивные игры в Алданском районе. Так что я желаю спортивных побед, ну и счастья, благополучия всем. Благодарственные письма и сертификаты от имени главы Юрийского вуза Сергея Николаевича Винокурова. Благодарственное письмо вручается Николаеву Рамиру Артуровичу и сертификат на сумму 100 000 рублей. Такое же благодарственное письмо разрешите вручить Николаеву Артуру Афанасьевичу и сертификат на сумму 50 000 рублей. Спасибо, Венера Федоровна, спасибо Сергею Николаевичу, тоже хорошо, что поддерживаете своих спортсменов, своих игроков. А сейчас, уважаемые журналисты, представители средств массовой информации, настало ваше время. Пожалуйста, представляйтесь и вопрос. Если нет, ну я думаю, в принципе, все участники очень хорошо раскрыли свои
участие, свою подготовку, свои чувства. Я думаю,